Напомню, что сегодня 29 июня, и, между прочим, вторник считается благоприятным днем для тех людей, которые отправляются путешествовать. А еще этот день любят физически активных людей. Ну, чтобы у вас и у нас все запланированное на новый день жизни успешно осуществилось, обязательно нужно порадовать, побаловать себя вкусным, сытным завтраком. И если вы уже приступили к энергетическому наполнению организма полезной едой, приятного вам аппетита. Ну а мы же предлагаем телепортироваться в Оман, чтобы узнать, какими блюдами на завтрак дают предпочтение там. Это, как знаешь, в песне Стинга «Аман, Аман, Аман, Аман», «Desert Rolls», я имею в виду. Вот это примерно такой сейчас должен быть призыв, потому что Оман – это старейшее государство Персидского залива. Оно расположено в стратегически важной точке у входа в Персидский залив на перекрестке главных торговых путей. Оман с трех сторон окружает вода: Оманский залив, Аравийское море и Персидский залив. Все крупные города расположены на побережье, а вот за прибрежной равниной скрывается совершенно иной мир. 82% территории страны занимают пустыни, горные массивы и вади, так называются сухие русла рек и эрозионные речные долины. Урок географии закончился, а теперь о вкусненьком. Национальная кухня в Омане имеет связь с природно-климатическими условиями региона. Она самобытна и проста. Местные жители, жизнь которых в течение долгих десятилетий была крайне скудна, создали особую традицию кулинарии, где недостаток ассортиментов ингредиентов компенсировался множеством способов приготовления блюд из мяса, морепродуктов, риса и объемами специй, которые туда добавляют. Ну а главным компонентом большинства национальных блюд, оманских имеется в виду, является баранина. Мясо готовят на углях, камнях и в вертеле. Например, для приготовления шуа выкапывают яму, в которой разводят небольшой костер, и на углях жарят куски баранины. Согласно традициям кухни Омана, к мясу всегда подается овощная подлива салюна, вареная чечевица в томатной пасте даль, белый горох дингу, рис, жареный лук. Все мясные блюда щедро приправляются кардамоном, шафраном и такими малоизвестными специями, как заатар и ляймун-гаф. Прям какой-то обед с утра. Слушай, и красиво, я думаю, что это и вкусно. И слюнки текут. Да, но вот начинать трапезу принято с классических закусок. Самая известная паста в хумус, которую готовят из различных видов бобовых с добавлением специй и лимонного сока. Ну и еще одной популярной закуской остаются обжаренные во фритюре шарики из нутовой муки. Я думаю, многие вы о них слышали, некоторые даже и пробовали. Фалафель любят все вегетарианцы. Но главным элементом традиционного оманского завтрака считается хлеб, который здесь известен как хубс. Его здесь десятки видов. Это традиционный круглый хлеб рхаль, тонкие большие лепешки хубс танур, огромные праздничные лепешки крам, арабский хубс лебнани и прекрасный индийский хубс хинди. Лаваш танур и бурата. Все они используются в больших количествах. Из хлеба делают бутерброды с рыбой или курицей. Его используют в качестве ложки для подливки. Ну, вкусненько, конечно. А также как основу для различных сладостей. Пропитывают медом или заворачивают в него подсахаренные фрукты. Знаешь, как говорят, что руками всегда кушать всегда приятнее. А вот ложка для подливки, это очень удобно. То есть и посуду мыть не нужно, еще и вкусно. Очень экономически выгодно в том числе. Факт. И несмотря на суровый климат и диктат пустыни, в стране сумела прижиться финиковая пальма. Именно ее плоды являются основой большинства десертов в кухне Омана. Местные жители даже шуткой утверждают, что если женщина не может придумать какое-то новое блюдо из фиников, то она плохая хозяйка. Ну и помимо всевозможных вариаций финиковых десертов, в стране можно полакомиться халвой хальва и мягким кузинаком из жареного кунжута и сахара. Ну, тоже мне из фиников. Вот наши женщины могут придумать десятки блюд из картошки, как известная героиня из кинофильма «Девчата» Тося. Ну, поэтому, финики, конечно, тоже неплохо. И подсластили пилюльку с утра, тоже взбодрились, так сказать. Ну, мы продолжаем нашу кулинарную тему. Итак, любое застолье в Омане завершается распитием крепко заваренного несладкого кофе, который называется кахуа. Здесь его подают в маленьких чашечках, которые добавляют перемолотые косточки фиников и несколько капель розовой воды. Помимо кофе любят в Омане и чай, который пьют с молоком, мятой, розовой водой и имбирем. Чай или шай здесь считаются напитком гостеприимства. В Омане можно попробовать соленую пахту, лабан, йогуртовые и безалкогольные напитки. Ну, а что касается алкогольных напитков, Они да, тоже там как я есть. с утра так вот подвела, то разрешение на их покупку можно получить в отделении полиции. Ну, ничего себе, серьезный Да, это факт. И исключение составляет алкоголь в медицинских целях. Ну, например, какие-то растворы на этиловом спирте или медицинские настойки на алкоголе. Но вообще вот общее впечатление от Омана гастрономического – это вкусно.
Ну, согласна. Еще несколько интересных фактов про эту удивительную страну. Так, например, ладан, который использовался в стране в течение 6000 лет в качестве духов и панацеи, был когда-то основным источником богатства в Омане и ценился даже больше, чем золото. Деревья ладана в Омане даже были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А вот еще, кстати, проводить рабочие совещания в оманских компаниях часов эдак в 7 утра – это в порядке вещей, потому что день здесь начинается рано, заканчивается тоже рано. А все из-за чего? Из-за изнуряющей жары, которая там круглый год.